Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео. За вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто вами интересуется? Кто интересуется вашей жизнью? Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо. Песочек все покажет сам. Настраивайтесь. Я попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, какая вы интересная. Кто вами интересуется? Да все вами интересуются. Вы очень интересная личность. Вы очень необычный человек. Сильный, стойкий, не унывающий, не опускающий руки. Вот как бы тяжело вам в жизни не приходилось, вы никогда не станете жаловаться. Вы засучите рукава и будете вот прям бороться, сражаться с теми бедами и неприятностями, которые вам встречаются на жизненном пути. Многие люди из тех, кто вас знает, кто вас окружает, даже родственники, очень сильно этому удивляются. Вот им даже в голову не приходит, да, что можно бороться. Люди привыкли ждать помощи, либо там волать на всю, что вот плохо, погибаю, пропадаю, спасите, помогите, караул. Вы же никогда так не делаете. Вы все делаете сами. Вот. Тем самым вы вызываете большой интерес к себе и к своей персоне. Многие просто не верят в то, что вы делаете сами. Многие считают, что вы там какие-то секретики прячете, какие-то тайны есть, что есть какие-то тайные помощники, любовники. Там приписывают такие страшные вещи. Если бы вы узнали, у вас бы волосы дыбом стали. Всегда ставят под сомнение вас и вашу жизнь. То есть не может женщина в таком-то возрасте такого-то добиться. Может женщина такую карьеру сделать, либо как дом содержать, либо приобрести что-то, там бизнес вести. Да, вот явно есть какой-то тайный любовник, явно ей там откуда-то прилетело, досталось, да, какая-то тайная помощь ей пришла. Постоянно такие разговоры ходят. Плюс вы очень яркая, вы всегда очень красиво, ярко одеваетесь. Ну, может быть, и не настолько ярко, но вот стильно, да, стильно. Когда человек стильно одет, когда у него там все играет, комбинирует, понятно, что привлекает взгляды. Да, женщины прям смотрят на вас, кто-то по-доброму завидует, а кто-то по-злому, да, что у вас такой вот стиль, у вас вкус, что вы, вот если вы даже макияж делаете, то это так красиво, это вас украшает. Это не наляписто, не ярко, не пугающе, наоборот, очень так нежно, то, что надо подчеркиваете, то, что не надо скрывать. Вот умеете, понимаете, у вас вот от природы такое чувство прекрасного, поэтому у вас и вкус, и стиль, и всегда вы опрятная, всегда от вас шикарно пахнет, всегда производите на людей очень яркое впечатление, такое неизгладимое яркое впечатление. И понятно, что женщины, которые вас окружают, даже незнакомые женщины, когда на вас смотрят, кто-то умиляется, кто-то думает, ах, вырядилась, да. То есть, злые сердца всегда так думают и говорят. Но хорошие люди вот по-доброму, да, смотрят, какая хорошенькая, какая симпатичная, какая вот прям стильная, да, хорошо, красиво одетая. Так, еще по поводу вас важный момент. Вижу, что вас ведет какое-то провидение по жизни. Скорее всего, вы воспринимаете это провидение как интуиция. Да? Вы себе верите, вы в себя верите. И ваша интуиция вас не раз спасала. Не раз. Вот. Многие люди видят в этом какую-то магию. Как она могла знать, как она могла почувствовать. Они не предполагают, что у вас интуиция хорошая, либо что у вас дар, например, есть. Что-то приписывают вам какую-то черную магию. Особенно женщины приписывают вам черную магию в плане того, как мужчины на вас обращают внимание. Вот им всем кажется, что вы не знаю, весь мир заколдовали, да, и все мужики вот все заколдованные только на вас смотрят.
Особенно замужние женщины очень боятся вас, боятся, что вы у них там мужа уведете, да, потому что вы хорошенькая, потому что вы яркая, вы приятный человек, понимаете, к вам тянутся. А они тут сразу чертовщину к вам приписывают. Но это есть. Что касается вашей работы, ну, если вы ведете свой бизнес, то вы прям молодец, вы на коне, вы на своем месте. И, конечно, это очень тяжело. И, конечно, это сумасшедшая колоссальная нагрузка. Но вы очень грамотный человек, вы грамотно распределяете свой день, свое время. Вы порядочный человек со своими контрагентами, со своими там, сотрудниками, если они у вас есть. То есть люди вас за это ценят, любят, с вами всегда приятно. Если вы работаете на кого-то, то здесь вот тоже можете сталкиваться очень часто с тем, что вас задвигают. Задвигают, потому что вас боятся. Боятся того, что вы человек очень правильный, четкий, конкретный, профессиональный. Да? А скорее всего те, кто вас окружают, либо те, кто вот прям выше вас стоят, там, на голову, на 2 головы выше, люди, которые вот такие безалаберные, какими-то хитрыми маневрами должность заняли и очень боятся, что вы подсидите, да, и поэтому вас затмевают, стараются вас в тени держать, стараются на вас самую сложную работу возлагать, ну, потому что знают, что вы сделаете, что вы не подведете. Вот. Без вас, вот если вы вдруг возьмете и уволитесь со своей работы, я вам говорю, там коллапс будет, просто коллапс. Так как вы знаете свою работу, так как вы умеете с ней справляться, никто другой не может. Никто не может. Даже там всякие заслуженные, которые там по 50 лет работают, даже они не смогут. Смотрите, вам такое впечатление вот прям с детства, да, с детства, и обращали на вас внимание и завидовали. Вот всегда вы были яркой. Вот на любом этапе своей жизни вы очень яркая женщина. Смотрели, смотрят и будут смотреть. Интересовались, интересуются и будут вами всегда интересоваться. Вы будоражите умы людей, понимаете? Очень вы необычная. Просто необычно. Вы как-то опережаете свое время, либо вы выше, чем та среда, в которой находитесь. Да, вот как будто бы такой редкий прекрасный цветок вырос в куче мусора. Такая ассоциация, вот такая картинка из потока мне идет. Так, кто вами интересуется? Ну, здесь вот мужчина. Мужчину почему-то с рогами показали. Мужчина, которому изменяют, я так понимаю, либо мужчина вот по характеру такой, знаете, вот баран бараном, козел козлом, да, вот противный, гадкий, упрямый и даже в какой-то степени вот агрессивный. Если что не по его, сразу на рога поднимает. Сейчас этот мужчина не с вами, где-то далековато от вас находится. Между вами время и пространство, он даже с какой-то другой женщиной находится. Вот этот мужчина постоянно за вами следит. Он постоянно о вас собирает информацию, да, наводит справки. Этот мужчина плохо ушел из вашей жизни. Даже какая-то драма могла произойти между вами. Да, драматические события вот, во время там, его присутствия в вашей жизни и во время его ухода из вашей жизни. Этот человек оставил след в вашем сердце, болезненный след. След, который иногда прям огнем горит. Да, вот как будто бы сердце огнем горит, когда вы об этом думаете, вспоминаете. Смотрите, этот человек хотел вас сломать, хотел вас прогнуть, вернее, слепить из вас какую-то куклу, которая бы как робот исполняла все его желания. Никогда ему там не перечила, работала бы с утра до ночи на него, ну как обслуживала, да, услуги оказывала. То есть он хотел, не хочу плохие слова говорить, да, но он хотел себе рабыню. Вот. И он вас ломал, он ломал ваш дух, он ломал ваше тело, он ломал ваш мозг, да, чтобы все вот по-своему сделать. Вы сопротивлялись. Вы сопротивлялись как могли, и вы себя отстояли. Поэтому вы расстались. Ему до последнего казалось, что вы сама ничего не сделаете, ничего не добьетесь, сама выжить не сможете, да, грубо говоря. И он прям ждал и до сих пор ждет, чтобы вы за ним пришли, чтобы вы к нему приползли на коленях и умоляли его к вам вернуться. Вот сделать такую честь, да, вернуться вот к нему. До сих пор он вас ждет, поэтому наблюдает за вашей жизнью, но ему не нравится то, что он видит.
Вот, он прям был уверен, может быть, он и вам в лицо говорил, что ты без меня пропадешь, да кому ты нужна, там, будешь по мусоркам лазить, там, на паперти с протянутой рукой будешь стоять. То есть он мог вас такими словами травмировать, еще и запугивать. Но этого, к счастью, не произошло. Ну, в принципе, это не могло случиться, потому что вы сильная, потому что вы независимая, вы самостоятельная. И такой вы прям с пеленок были. Спросите у своих родителей, они вам скажут, что вы рано начали говорить, там, рано начали ходить, рано начали за собой там, ухаживать, грубо говоря. Еще и заботились о других. Вот, может, там в детсаду всем помогали шнурки завязывать, либо одеваться, либо даже кого-то с ложечки кормили. То есть вы с пеленок очень независимая и самостоятельная. Это у вас прям от рождения идет. Вот, ну вот он смотрит на вас и ждет этого момента, когда же вы приползете. Здесь он и самоутвердиться до сих пор хочет. И знаете, как, возможно, он никак не может признать свою ошибку, признать, что никогда этого не будет, и что вы не тот человек, да, кто будет унижаться и мужиков возвращать, никчемных, козлистых мужиков возвращать обратно. Вот. Живет он сейчас с другой женщиной. Ей, кстати, тоже от него достается, но она не такая, как вы, она более такая, знаете, вот мягкая, податливая. И да, он ее мучает. Вот чем больше она ему поддается, тем больше он ее мучает. То есть, грубо говоря, то, что он от вас ушел, либо вы его выгнали, это прям благо, это благодать. И если бы вдруг так случилось, чтобы он остался, вы бы боролись по сей день, и неизвестно, чем бы это закончилось. Вот. Смелости у него нет, чтобы к вам прийти. Ну, либо он там вам напоследок кричал, что нет, это ты ко мне приползешь. И вот он ждет этого момента. Ну, ждать ему до конца жизни так и не дождаться. Это я точно вижу. Вы об этом мужчине стараетесь не думать, либо если вспоминаете, то прям аж в жар кидает. Вот и от злости, и от гнева, и даже от той боли, которую, да, он вам причинял, след остался. Ой, поганый мужик. И мне очень жаль, что это произошло в вашей жизни. Не думайте о нем, не вспоминайте. Знаете, что он еще свое получит. Он уже получает. У него со здоровьем там проблемы какие-то. И вот эти рога. Может, правда ему женщина изменяет, а может быть, изменяла там другая женщина. Но он явно рогоносец, мне идет. Вот. Еще он об этом узнает, вообще эго просто и слипнется. Там ничего хорошего и не ждет, и не будет. Дальше. Кто за вами наблюдает, кто интересуется вашей жизнью? Ну, здесь вот красивая птичка вами интересуется. Смотрите, какой прям сокол. Сокол ясный. Какие крылья, какой хвостик. Шикарный клюв. Да, сокол с правой стороны. Это хороший человек, это человек вам по судьбе. Вы с этим человеком то ли как-то на расстоянии общаетесь, может быть, в интернете переписываетесь, может быть, этот человек вынужден где-то находиться, может, у него работа где-то далеко, может, он вахтой работает, либо он моряк, может быть, он военный. Да? И нет прямых контактов, либо какие-то редкие встречи, которые там раз в месяц, там раз в полгода происходят, далеко от вас находится. А у кого-то еще может отыграться, что мужчина, с кем вы познакомились, например, на отдыхе познакомились, и до сих пор поддерживаете связь. Мужчина очень хороший, потенциал у него сильнейший, и как человек хороший, и как спутник хороший, как друг хороший. Ну, прекрасный мужчина, правда, далеко находится. Этот мужчина очень переживает за вас, и вот ему очень хочется для вас что-то сделать. Ему хочется быть для вас не просто мужчиной, не просто возлюбленным, не просто там другом. Ему хочется быть вашим защитником. Ему хочется, чтобы между вами были более доверительные отношения, либо более близкие отношения. Он интересуется вашей жизнью с целью защитить, помочь, оказать помощь в нужный момент. Да? Он знает, что вы гордая женщина, он это сразу увидел. Вот, это его и возбудило, и восхитило, и немножечко даже опечалило. Потому что он понимает, что будет там неприятность, и вы никогда не позовете. Вы все будете делать сама, все будете решать сама. А ему очень хочется сделать вам хорошо и приятно. Прям потребность быть героем для вас. Знаете, с этим мужчиной у вас впереди прям серьезная глава в жизни идет. Такая вот прям конкретная. Это чуть попозже произойдет. Сейчас он туда-сюда летает, либо он где-то летает, то есть вынужден, да, где-то находиться. Будет время, когда вы будете вместе. Будет время, когда вы вдвоем будете творить свою историю. Но это будет немножко попозже. У кого-то в конце года, у кого-то, может быть, в следующем году, но точно будет.
Вот. Он о вас информацию узнает из ваших соцсетей, либо от ваших общих знакомых. Общие знакомые, да, он постоянно о вас расспрашивает, он и вас расспрашивает, но вы такая скромная, вы про себя много не расскажете. То есть от близких знакомых, может быть, он даже как-то знает ваших родственников, тоже может расспрашивать. Но все понимают, что он человек хороший, и люди идут ему навстречу, многое о вас сообщают, ну и всегда говорят, что вы вот совсем справляетесь, вы молодец. Так, усы мне выходят, человек с усами. Ну-ка подумайте, у кого усы, кто с усами, носит человек усы. Усы могут быть как и большие, такие пышные, шикарные, так и маленькие, тоненькие усики могут быть у человека. Человек с усами. Но вот где-то вы с этим человеком периодически сталкиваетесь, видитесь, либо общаетесь. Это происходит как-то прям редко, но метко. Может быть, это человек, сотрудник банка, вы являетесь клиентом этого банка, и он там оператор, вы приходите, общаетесь. Может быть, это человек, ваш лечащий врач, да? Ваш там участковый врач, там, семейный доктор. Может быть, это человек, там, ваш клиент, допустим, да? Периодически он там приходит, заказы там, либо делает, либо забирает, и вы видитесь. Вы этому человеку невероятно нравитесь и невероятно привлекательны именно в интимном плане. Ваши флюиды настолько его будоражат, что он в вашем присутствии иногда прям чуть ли не сознание теряет. Не могу сказать, что это такое, но, возможно, такие аномалии случаются. И вроде он как бы головой понимает, что вот я ее не знаю, да, либо я ее плохо знаю. Но так безумно тянет, что просто вот караул кричи, безумно тянет. Вот, он еле-еле справляется с собой. Он вами как бредит даже, да? Когда он бодрствует, он старается эти мысли от себя отгонять, да? Переключает свое сознание, свои мысли на что-то другое, либо на какую-то другую женщину. Когда же он там засыпает, либо во сне, либо когда в момент пробуждения, у него вот этот бред-горячка вами начинается. Его это очень пугает, но с собой он ничего не может сделать, прям тянет, очень сильно тянет. Здесь именно интерес интимного характера. Но если можно так говорить, я так скажу. И этому человеку очень интересно, как вы живете, с кем вы живете, есть ли у него шанс. И еще, кстати, вот важный момент, про который я не сказала. Здесь между вами какая-то вот разница есть, возрастная разница в плюс либо в минус. Может быть разница в статусах, то есть вы свободны, он женат, либо вы замужем, он свободен. Ну вот есть что-то. Есть какая-то разница, которая вот является прям пропастью между вами. И для вас это пропасть, и для него это пропасть. Но он по вам сходит с ума, ничего тут не поделаешь. Вот. Собирает о вас информацию по крупицам, нет у него особого доступа к вам, информации о вас. Ну вот чем может, тем и разживается в плане информации о вас. Вот вижу, что как-то мало у него доступа к вам, к вашей информации, ну как-то по крупицам что-то собирает. Но опять же, если вы общаетесь, то может задавать какие-то вопросы, наводящие вопросы, и вот отсюда черпает информацию. Ну, прям очень вас желает, очень сильно. Может быть, вы даже это замечали. То есть в вашем присутствии там потеть, бледнеть начинает, краснеть, наоборот, начинает, там, заикается, если он, смотрите, в обычной жизни не заикается, он когда говорит с вами, начинает заикаться. У него там из рук все падает, там сыпется, разлетается. Ну, то есть какие-то вот реакции явно были. Но тут именно интимного характера интерес идет. Дальше здесь образ женщины. Женщина, которая попыталась, ну, как прервать вашу линию жизни, вашу линию судьбы. Но обычно так делают порчу. Порчу, причем, ну, вы поняли, да, вот такую, что прям с концами и воду. Женщину показали. Женщина пышет злобой, агрессией и, давайте скажем так, она очень неблагополучная. Мне почему-то идет, что эта женщина пьет. Пьет, выпивает. То есть она любит это дело. То есть от рюмочки, от чарочки никогда не откажется. И даже, как говорится, в одно рыло не против, да, употребить. А женщина одержимая, мне идет, одержимая злом. Может быть, у нее подселение какое-то, либо сущность в ней живет. Что-то есть. Вот что-то с ней не так, с этой женщиной. Она давно с вами, грубо говоря, односторонне враждует. Она давно
решила, что вы ее враг и что нужно от вас избавиться. Вижу, что камнем преткновения был какой-то мужчина. Этого мужчины уже в помине нет. Либо все уже давно решилось, а она все никак не отступает. Почему она за вами наблюдает? Потому что она сделала на вас порчу, и она за вами следит, когда же эта порча сработает. Смотрите, тут могла она и сама ее делать, могла еще и кому-то обращаться, то есть к мастеру, да, который бы типа должен был на вас делать эту порчу. Но судя по рисунку, еще и с левой стороны, ничего не произошло. Да? Вы живы, слава богу, здоровы, и как бы живете дальше своей жизнью. Вот. Но она наблюдает в надежде, авось же сработает, да, эта порча, и вдруг вот вас не станет. Вот она из-за этого наблюдает. Когда она вас видит, либо когда она у вас получает информацию, она просто в бешенство приходит и напивается, да, потому что не берет вас порча. Да. Может быть, у вас защита внутренняя очень сильная, да, может быть, вы в рубашке родились, может быть, вы первый либо последний ребенок в семье, может быть, вы сами порчу умеете делать, да, и действительно себя защищаете. А может, и руки у мастера не с того места растут, либо она сама вот пыталась, да, что попала на дело, оно не работает. Вот. И вижу, что пьет она очень сильно. Пьет, и это ее погубит. В прямом смысле слова. Либо из-за алкоголя, либо благодаря алкоголю что-то прям совсем плохое с ней случится. Плохое и, как сказать, необратимое. Вот. Не буду говорить конкретно, пусть будет необратимое. Ну, в общем, кто понял, тот понял. Да. Как она за вами наблюдает, как следит за вашей жизнью? Следит. Она вплоть до того, что может даже приезжать там с другого города, чтобы вас увидеть где-то со стороны. Может через каких-то тоже общих знакомых собирать информацию, постить в ваших соцсетях. То есть у нее достаточно серьезные каналы связи, вплоть до того, что она может даже дружить с какой-то вашей подругой, которая вам не признает, что она с ней дружит, либо в родстве состоять. То есть там есть каналы, и она постоянно этим пользуется. Каждый раз, когда она узнает, что ничего не произошло, прям боль адская ее пронизывает, и она сразу вот за бутылку хватается. Алкашка какая-то. Так, дальше. Это кто-то родной. Вот кто-то родной. Это может быть родной отец, может быть родная мать. Может быть муж ваш родной, да, который вот рядышком с вами находится. Кто-то родной очень сильно за вас переживает. И переживает о том, что вы очень скрытный человек. То есть вы никогда не жалуетесь, вы никогда там лишнего не рассказываете. Вы не хотите никого нагружать своими проблемами, даже своих близких, родных людей. То есть вы не тот человек, которому нужно выговориться, вы все носите в себе. Либо вы сама собой выговариваетесь. И если это, например, мама или отец, либо там старшая сестра, старший брат, то человек следит за вами, потому что за вас переживает, потому что родная кровь, и какой бы вы сильной не были, для этих людей вы всегда будете маленькой беззащитной девочкой. Да? То есть это их не долг вас защищать. И зная о том, что вы очень терпеливый человек, выносливый, понимают, что вы многое не говорите, либо многое не договариваете. Если это ваш родной муж, здесь как бы немножко по-другому отыграется. Родной муж может за вами следить, потому что он вас там ревнует очень сильно и желает убедиться, что нет соперников. И также родной муж может следить, потому что его кто-то накручивает против вас. Например, ваша же родная свекровь может накручивать. Либо какая-нибудь там подружка в кавычках подкидывает ему какие-то шальные мысли о вас, о том, где вы, о том, с кем вы. Вот. И он как бы из-за этого следит. То есть вы все разные, у каждого по-своему отыграется. С другой стороны информация. Это не значит, что он хочет вас там поймать с любовником, да, и устроить вам скандал и с вытекающими последствиями. Нет, он скорее как желает это все предотвратить, потому что он не желает с вами расставаться, потому что вас любит, и ему с вами максимально комфортно и хорошо. То есть всеми силами стараюсь сохранить семью. Для этого я слежу, для этого я подслеживаю. В общем, есть такое, есть. Так, и венец. В венце здесь очень сильные знаки. Знаки мощи, знаки победителя, знаки реализованного человека. То есть, грубо говоря, вам по судьбе крылья расправить. Вам по судьбе
своего добиться, да, своей цели добиться, свое от жизни получить. Вот все, что вы сейчас делаете, все вас к этому подводит. Что вы птица гордая, видите, крылья расставили, еще летать будете. Причем такие вот высоты будете брать, которые сейчас вам кажутся недоступными. Это 100%. И еще у птицы 2 головы. Может быть, вы будете себя реализовать в 2 разных направлениях. То есть вы добьетесь всего в личном и также в карьере, да, в бизнесе добьетесь всего. Так что все еще будет, все еще впереди. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.